Умышленно подвергать опасности себя и других в Ингушетии жестко осудили поведение участников свадебного кортежа, о которых заговорили российские СМИ. И просьба, и рекомендации к вам, ко всем, постарайтесь сделать проекты каким-то образом межрегиональными. Знакомство с культурой и традициями народа участники форума «Машук» пообщались с юнузбеками в Куровом и узнали больше об Ингушетии. Мы сейчас, применяя эту новейшую методику выделения древней ДНК, хотим понять, каких же потомков оставил этот Алан, живший в III веке окрестности Икажева. Они проникают вглубь истории и открывают для нас новые страницы прошлого. Сегодня день археолога. На данный момент из общего количества обратившихся только 7% обратились посредством портала госуслуг. Госуслуги в онлайн-режиме. Не все знают о преимуществах этой системы. Мы попытаемся исправить это. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Тяга к религии настолько велика, что отсутствие зрения для него не преграда. Ибрагим Балаев сумел впечатлить участников конкурса по чтению Корана. О самых заметных событиях из жизни региона вам расскажут новости 24 в студии Амирхан Зуртов. Здравствуйте. Ах, это свадьба. Свадьба, на которую ничего не жалко, даже дорогих иномарок. В эти дни в соцсетях появился ролик «Дорожных войн», и все ради первенства в шлейфе невесты. Это престижно среди молодых людей. Такую картину на дорогах республики можно наблюдать часто, и также часто возникает вопрос к ребятам, которые безжалостно разбивают машины. Покупали-то сами? История со свадебным кортежем этого воскресенья в репортаже Марины Муталиевой. Это видео с беспределом свадебного кортежа в сельском поселении Сурхахи уже разлетелось по всей сети интернет. Комментирующие разделились на два лагеря. Большинство решительно осуждают действия обоих водителей. Однако находятся и те, кто оправдывает гонщиков, списывая такое поведение на ингушские традиции. Я понимаю, им машин не жалко, от папочек небось достались. Потным трудом не заработали, сюда хормат дац. Они хвалчах ищ сандок. Субханаллах, народ, что с вами происходит? Ведь в уме Мухаммада люди не должны так вести себя. Тут люди живут, не могут позволить себе килограмм мяса купить. Ой, да ладно вам, побесились у друга на свадьбе, ребята. Да, это неправильно, но все же. В управлении полиции регулярно мониторят интернет-ресурсы, выявляя нарушителей. Реакция правоохранительных органов на это видео также была незамедлительной. Владельцев авто быстро определили по номерам, после чего разбитые машины отправили на стоянку в местное управление РОВД. В отношении нарушителей будут предприняты соответствующие меры. На видео четко, отчетливо видно, что водители умышленно допускают столкновение транспортных средств, пытаясь достичь, видимо, определенной цели, следуя каким-то мнимым традициям. У нас нет таких традиций. Это всего лишь эгоизм людей, которые пытаются таким образом определиться где-нибудь, в частности, в колонии. Учитывая актуальность ситуации, в Совете безопасности республики решили провести профилактическую беседу с самими виновниками и их родственниками. В борьбе за место в свадебном кортеже участвовали представители двух семей – Аушевых и Дахкильговых. Повезло, что в этой бессмысленной схватке никто не пострадал. Лично мной было возбуждено административное расследование по этому делу. Назначено расследование, поручено производство этого административного расследования. Это делалось и раньше, и, надеюсь, впредь будут только усиливаться эти меры.
Вопрос не в том, что водители там пытались, на мой взгляд, мнимые традиции соблюсти. Нет таких традиций, чтобы подвергать жизнь людей опасности. Казалось бы, участок РОВД совсем не то место, куда должны приглашать родителей по поводу поведения детей. Словно в школьные времена, когда из-за невинной шалости ребенка вызывали к директору. Дети, может, и выросли, а шалости остались прежними. Только на этот раз последствия намного серьезнее. Нарушен закон, а жизни людей подвержены опасности. Из-за амбиций молодых людей краснеют родственники. Полковник полиции Магомед Аздоев подчеркивает, чувство безнаказанности и отсутствие взаимоуважения участников дорожного движения друг к другу – два определяющих фактора в большинстве ДТП. С экранов мониторов не раз приводилась печальная статистика, повторяться не имеет смысла, достаточно знать, число ДТП растет с каждым днем. Все эти ДТП связаны с элементарным непониманием водителя, что необходимо пропустить водителей, которые пользуются преимуществом. Выезд на встречные полосы, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора. Водители, которые вынуждают водителей встречных автомобилей уходить на обочину, чтобы не столкнуться. Я считаю это проявлением крайнего цинизма, когда люди не только не уважают друг друга, не уважают не только закон, но и друг друга не уважают. Совершить ошибку может каждый, но не каждый готов признать ее, осознать свою ответственность и понести заслуженное наказание. Это как раз то качество, которым особенно гордятся в ингушском обществе – денол. Вместо этого виновник старается всячески себя оправдать. К примеру, самый распространенный способ – возложить всю ответственность на судьбу. Пьянствуем, посадимся за руль, сталкиваемся, убиваем одного, двух, трех человек, а потом говорит, это суждено было. Да не суждено это было, мы сделали так. Сделали, потому что не уважаем ни закон, ни себя, ни окружающих. Что суждено, а что нет, на этот вопрос никто не ответит. Но ислам уж точно не приветствует насилие и причинение вреда здоровью своему и других. حكل يحمس حروس بحمس از عادي مودر دات از سقلي از حسن كل يعني وصدال أنا دال يونا بس وصدال حسق بين سق دال نعط أولسن دال إيز واتسن دال شيء إخد مجان وقت دال جوت وقت على أرجو وجوت وقت يعني دوق جوين ديهم إزمودي هنا سق أخذ يز جان الحيوان شيء دوق أزول شيء مودر كره ديالش اسقلي يعني هتز تنشي بيحكوا حدور الحمد لله. Глава республики также не остался в стороне. В свою очередь распорядился о некоторых мерах в отношении участковых, которые обязаны быть в курсе всех предстоящих свадеб заранее и принять все меры, чтобы такие ситуации больше не повторились в регионе. Ни одна свадьба внезапно в республике не проходит. Все свадьбы оповещенные, все знают. Начиная от участкового, заканчивая там последним жителем села. Так, нет? Так точно. Почему нельзя взять на контроль эти свадьбы? С недавних пор в обществе все чаще говорят о необходимости ограничить число автомобилей в свадебном кортеже, чтобы сократить вероятность аварийных ситуаций. В этом случае также было заявлено конкретное количество машин, а на деле их оказалось намного больше. Наш участковый Сурхакинский ездил к нему в пятницу, о чем свидетельствуют документы, его рапорт, то, что у нас на накопительном деле есть, разговаривали. Со слов Аушева, отца жениха, будем говорить, значит, он якобы провел с ними беседу с этим кортежем, кто будет участвовать. Но на тот момент были у меня 4 автомашины. Вот эти 2 автомашины, Гелендваген и МЛ, вот этот Мерседес МЛ, якобы примыкли к этой колонне по дороге. Глава Ингушетии настаивает на более жестких мерах в отношении нарушителей со стороны правоохранительных структур и предлагает вести с ними бескомпромиссный диалог. Статьи не смягчать, а справедливо наказывать провинившихся. Фигуранты этих машин, водителей, со всеми родителями, родственниками. Кто они? Не только вот эти 2, которые бились, а все вот участники процесса. Где кто работает. Кто из них работает там в органах правопорядка, кто из них работает в органах власти. Полностью мне характеристику положить на всех фигурантов этого дела. Если вы не будете так работать, у вас каждое воскресенье будут такие проблемы. И будут позорить республику. Так, радостный праздник для одних, для других нередко перерастает в неприятность и оставляет после себя горький осадок. Игры на дорогах одних становятся поводом обсуждения для всей страны.
Главный вопрос, правильно ли расставлены приоритеты у так называемой «золотой молодежи» и когда плохих новостей в ленте Инстаграма станет меньше. Марина Муталиева, Адам Долгиев, Новости 24. Инцидент на свадьбе обсуждался и на сходе молодежного совета Назрановского района. Эта тема была главной. Участники встречи считают, что исправить ситуацию на дорогах можно лишь посредством профилактических встреч с молодежью, и влиять на них должны не старшие, а ровесники. Материал нашего корреспондента. Случай со свадебным кортежем вызвал широкий общественный резонанс. Свое мнение по этому поводу высказывает и молодежный совет Назрановского района на встрече с местными властями. Поступком сверстника ребята просто возмущены. Подобное поведение на дорогах недопустимо. Возмутила и общественность, и всех, кто это увидел, то, что это была молодежь, и вот это вот так называемые гонки за машиной невесты. Вот эта вот ситуация, в том числе она на контроле была и у главы республики, и у Совета безопасности. Вот сегодня состоялась встреча. Вот в этой связи мы решили собраться в таком расширенном составе, пригласить молодежный совет района и сельских поселений, пообщаться с молодежью, услышать их мнение, каково их отношение к таким фактам, к таким проявлениям. «Золотая молодежь» – это словосочетание в последние годы на слуху у многих в Центральной России. Точнее, издержки воспитания этих молодых людей. Как оказалось, в ингушском обществе такие представители тоже есть. Те, кто уверен, закон для них не писан. Это очень некрасиво произошло. Должны были работать, госавтоинспекция должна была привлечена, безопасность организовать на дорогах. Таких нарушителей надо наказывать штрафами, изымать машины, какое-нибудь наказание должно проводиться. Один из вариантов решения проблемы, по мнению Илеза Чесыгова, вести разъяснительные беседы с молодежью. И речь здесь идет не только о привлечении старших, но и молодых. Илез сам активно занимается воспитательной работой со своими сверстниками. Человека своего возраста молодые люди поймут лучше, считает он. في حتى نجول حاشة صار محتاج مش لوريا ويلورج مش حديث كذا بيمر عليه الصلاة والسلام حديثة قناة الستراس شدوا شدراس للسلم واشخلصن بيمر زند عليه الصلاة والسلام شن بواقي شن أخذ ثانية ليرخم دعبالر ثانية شن قلنا أخذ ثانية شن ليرخم دعبالر ثانية شن دن دعداد دشونا تخن وينيقي درجة حماش دز. Подобные встречи в последнее время в республике не редкость, и каждый раз повод разный, а следствие одно – безрассудное поведение на дорогах. Услышать мнение самой молодежи, что они думают на этот счет. Еще одна цель организаторов встречи. А подводя итог, собравшиеся выразили надежду, что больше не придется собираться по такому поводу. Зарема Ивлоева, Хава Ивлоева, Адам Кадзоев, Новости 24. Молодые люди из 28 регионов страны знакомились с культурой нашей республики. На форуме «Машук» прошел День Ингушетии. С участниками слета пообщался глава региона. Кроме того, на территории Машука развернулась выставка изделий ингушских мастеров. В этом году ребята из Ингушетии представили различные проекты, в том числе экологические. Своей идеей смог выделиться Адам Калиматов. Его проект впечатлил главу. Репортаж Индиры Манкивой. На данном этапе пока что происходит то, что мы мусор берем из одной части территории Республики Ингушетия и переносим на другую часть территории Республики Ингушетия. Переработка пластика, изготовление из обработанного сырья, простых и практичных вещей, таких как элементы декора, светильники, контейнеры и даже парковая мебель. Перспективная идея у молодого человека родилась давно, когда после учебы за пределами вернулся в республику и увидел не очень приятную картину. Меня отец воспитывал бережное отношение к природе. С детства мне вкладывалось то, что у нас нету другой земли, у нас нету другой Ингушетии, и если же мы намусорим тут, то через год, через два, не я, так мой сын придет на это же место, и он будет пожинать те плоды мусора, которые мы сами там выкинули, грубо говоря. Ну и последней точкой сдвига было то, что мы с детства очень часто отдыхали на природе с отцом. И, соответственно, я 6 лет учился в Москве, когда после 6 лет пребывания в Москве и приехал на то же место, где я бывал с отцом, я увидел мусорную свалку.
Рекордные 240 баллов Ядом уже второй год подряд срывает грантовый курс на Машуке. В прошлом году он реализовал в регионе свой первый проект – установка Wi-Fi в общественном транспорте. Но в этот раз проект молодого активиста намного масштабнее. Со сбором пластика Адам уверен, никаких проблем не будет. Нужно лишь поставить контейнеры по всей республике. Будет установлено 150 пунктов в школах и 50 по городу Назрань. И в этих пунктах будет приниматься пластик, специально имитированная щель будет для пластика. И будет соревнование между школами. И исходя из этих соревнований, те команды, которые наберут наибольшее количество баллов, в последующем получат подарок. С проектом Адама на Машуке ознакомился и глава региона Юнусбек Кевкуров, вручил молодому человеку благодарственную грамоту за вклад в развитие республики. Что означает экологический проект, глава оценил высоко. Так вы нам поможете с 3D Как проявите? Подожди, поможете с чем? С приобретением 3D принтера. Подожди, ты проект уже выиграл? Чем выиграл? Да. Мы выиграли, пока что мы не можем сказать, ничего выиграли, потому что идет вторая смена, скорее всего, будут, может быть, более крутые проекты, но мы забрали максимальное количество баллов. Если забрали, 500 тысяч ты планируешь получить? Да, дал Эндели, Рускулер, если нам суждено будет. Видишь, сколько надбавок? Мы же не можем. Я уже сказал, после вы вернетесь не только вот эти проекты, а еще проекты, которые там, все проекты представят, мы посмотрим, что взять на вооружение, из этого посмотрим, чем оформить. Вторая смена на Машуке стартовала накануне. Она началась со Дня Ингушетии. На территории форума расположилось национальное подворье. Музей изобразительных искусств республики развернул выставку народных промыслов. Участникам и гостям представили старинные предметы быта и культуры, национальные наряды, аксессуары, сувениры из глины и камня, а также старинное оружие. А после экскурсии Юнусбек Кевкуров вместе с председателем парламента Зелимханом Евлоевым пообщался с участниками форума. В ходе пресс-конференции ребята поделились своими идеями и инициативами, с которыми приехали на Машук. И просьба, и рекомендации к вам, ко всем, постарайтесь сделать проекты каким-то образом межрегиональными. То есть не местечковыми нашими, там внутри регионов их забивать, а не надо конкуренцию здесь друг другу создавать. Вот сейчас я посмотрел там студенческое телевидение Чеченской Республики, тут же студенческое телевидение Ингушетии. Объедините проекты. То же самое народные промыслы. Объедините проекты. Вот хороший проект там дагестанцы там начали, и уже у нас в республике он тоже работает там. Человек года, кажется, называется проект. Уже второй год у нас он работает, и он успешный проект. И многие пытаются или хотят попасть в номинацию вот этого проекта как человек года. То есть постарайтесь все-таки расширить просторы и горизонты своих проектов. Мы должны все понимать, что помимо нашей с вами культуры есть и другие культуры. Мы должны уважать друг друга. Вот если в этом случае, я думаю, что у России будет большое будущее, и мы не сомневаемся в этом. Хочу закончить свое короткое выступление словами великого советского, российского, дагестанского поэта. Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ. Словом, Машук 2017 выдался для ингушских активистов по-настоящему плодотворным. На первой смене наша делегация представила около 150 интересных проектов в сфере предпринимательства, СМИ и социального развития. Уже дан старт второму этапу форума. Участники надеются, что он окажется не менее удачным, чем первый. Дерман Кива, Адан Далаков, Новости 24. Сегодня в России День археолога. Этот праздник отмечают и в Ингушетии. С 2000 года в регионе работает археологический центр имени Крупнова. Его сотрудники постоянно проникают вглубь истории, добывают новые подробности и представляют их обществу в виде пособий по археологии Ингушетии. Находясь в поисках исторических ценностей, они не раз наталкивались на важные экспонаты, которые впоследствии оказывались на витринах музеев. Материал Тамерлана Хамхоева. Почти каждый клочок земли – научное поле для исследования археологов. Не исключение и ингушская земля. Кости динозавров здесь, конечно, вряд ли найдешь, но и без этого есть не менее ценные находки. Археологический центр имени Крупнова проводит свои исследования в каждом районе республики, даже в самом труднодоступном. Согласно закону об объектах культурного наследия,
народов Российской Федерации, принятого в 2002 году, все объекты археологии, как часть общекультурного исторического наследия нашей страны, подлежат обязательной охране и обязательному учету и изучению. За время открытия центра, а это почти 17 лет, за плечами ингушских археологов немало раскопанных ценностей, повествующих об истории, культуре и религии ингушей. Все эти исследования нашли отражение в печатных изданиях центра, вестниках археологии. Если в первом сборнике всего несколько десятков страниц, то позже, по мере раскопок, археологи явно вошли во вкус. Здесь стали выпускать уже более крупные издания. Мы обобщили известные на тот момент объекты археологии, в том числе и открытые нами в результате полевой археологической деятельности. Мы смогли собрать в единый перечень известные на тот момент памятники археологии, расположенных на территории Сунжинского, Малгобекского, Назрановского районов Республики Ингушетия. Но не равниной единой живут археологи. Колыбель ингушского народа, горная часть республики, и по сей день притягивает взгляды тысяч туристов и историков. Разумеется, в процессе работы ингушским археологам нередко приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Есть люди, которые добросовестно относятся к нашей истории. Это же, в конце концов, наша история, это наша культура. Эти памятники, они не только археологическому центру, они принадлежат всему населению. То есть это памятники нашей республики. Что касается самых значимых достижений, несколько лет назад состоялся отчет центра, на который съехались археологи со всей России. Там ингушские коллеги представили свое исследование. Главная тема — храм Тхабаерды, его история, происхождение и другие факты, о которых многие могут и по сей день не знать. Основным моментом в этом отчете является, конечно, находка карнизного блока в северном пределе храма Тхабаерды. Дело в том, что ставился вопрос о том, были ли на северном фасаде так называемые карнизные блоки в виде подковообразных арок, потому что они отмечались, например, на южном фасаде Тхабаерды, на западном фасаде. И вот мы нашли при процессе раскопок и в северном пределе. В конце прошлого года на равнинной части региона исследователи взялись за еще один археологический памятник Выкажева. Данные отправлены в Данию на лабораторную ДНК-экспертизу. Процесс очень трудоемкий, поэтому ждать результатов придется долго, но археологи запаслись терпением, а энтузиазма исследователям и так не занимать. Мы сейчас, применяя эту новейшую методику выделения древней ДНК, хотим понять, кто же, каких же потомков оставил этот Алан, живший в III веке окрестности Икажева, и где его ближайшие потомки. Это, в принципе, сейчас возможно. В регионе работы для них непочатый край, говорят археологи. С течением времени завеса истории может приоткрыться, а помочь в исследовании может каждый. Достаточно только не разрушать памятники старины и обязательно сообщить, если в процессе вскапывания огорода наткнетесь на что-то отдаленно напоминающее камень с нарисованными на нем знаками или письменами. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня в России отмечают День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России. Его еще называют управлением К или незримой стражи. Сотрудники подразделения обеспечивают защиту личных данных пользователей, пресекают кражи с финансовых счетов, предотвращает попытки организации террористических актов. Управление К – одно из наиболее секретных подразделений в составе МВД. Благодаря его работе за последние годы удалось значительно упростить и повысить эффективность разыскной деятельности. Портал госуслуг действует в стране уже несколько лет, но не все об этом знают. Эта система поможет сэкономить время при оформлении документов. Например, для того, чтобы получить водительское удостоверение или зарегистрировать транспортное средство, не нужно стоять в очереди. Это легко можно сделать с помощью компьютера. Залимхан Калоев подробнее. В регистрационном отделе ГИБДД не протолкнуться. Сотрудники то и дело успевают обслуживать посетителей, получить водительское удостоверение или зарегистрировать машину. Эти услуги доступны и в онлайн-режиме. Только воспользоваться таким удобным ресурсом почему-то спешат немногие. На данный момент из общего количества обратившихся только 7% обратились посредством портала госуслуг. Только 7%. Это очень мало на самом деле. И причина, почему
Я не могу понять, не могу объяснить. Специалисты объясняют, чтобы не пришлось стоять долго в очереди, достаточно зарегистрироваться в пару кликов на сайте госуслуги.ру. Просто и удобно. К слову, оплатить услугу через интернет-портал еще и выгоднее. В этом случае предоставляется скидка 30%. Надеемся на то, что граждане все-таки почувствуют привилегии при данном обращении. Ведь на самом деле это очень удобно записаться в нужное время, прийти без очереди, получить государственную услугу. Без очереди и еще и дешевле, чем это при личном обращении. Контролировать процесс исполнения государственных услуг, их качество и доступность гораздо проще. Проблема в том, что многие люди не знают о существовании этого сайта, хотя функционирует он далеко не первый год. В этом мы и сами убедились. Адам Бузуртанов, к примеру, впервые слышит о подобном портале, но уверенно заявляет, если бы знал ранее, обязательно воспользовался бы удобствами интернет-портала. Первый раз хожусь, никогда ранее пользовался социальной. Никогда не приходилось? Нет. Мне никогда не приходилось сталкиваться с этим сайтом. Сейчас первый раз слышу, возможно, буду пользоваться. Портал госуслуг – это не только регистрация автомобиля и информация о штрафах. Записаться на прием к врачу, подать заявление на получение паспорта и не только. Всего 30 тысяч услуг. И все это сидя дома за компьютером или любым другим гаджетом. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. 300 ингушских первоклашек из малоимущих семей получат укомплектованные школьные портфели к началу учебного года. Такой подарок им преподнесут ингушские единороссы совместно с активистами молодой гвардии и благотворительными фондами. Ставшая традиционной акция «Первый раз в первый класс» проводится в республике уже 6-й год. Дневники, тетради, карандаши, альбомы с красками – это тот минимальный набор, без которого школьнику не обойтись. Первыми школьные презенты получат семьи, которые обращались за помощью в общественные приемные, а также находятся на попечении благотворительных фондов как малоимущие. В целом за весь период проведения акции, за прошлые годы, роздано порядка 5000 портфелей по республике. В этом году цифра значительно ниже, но я думаю, что к нам присоединятся еще и представители местных отделений. И думаю, что это будет значительно весомая помощь в поддержке тех ребят, которые пойдут в этом году в первый класс. Учение «Свет». Эти слова, как нельзя кстати, можно отнести к Ибрагиму Балаеву. Мужчина потерял зрение, и единственным светом для него оказался Коран. Он его не видит, но с помощью Всевышнего Ибрагим чувствует каждую букву, написанную на страницах священной книги. Отличное владение методом Брайля Ибрагим продемонстрировал на конкурсе по чтению Корана среди незрячих в Дагестане, став победителем номинации в одной из номинаций. В гостях у Ибрагима побывала Светлана Томова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Он не видит, но лучше остальных чувствует сердцем. Каково это в один день проснуться и потерять зрение, не понаслышке знает Ибрагим Балаев. Вот уже 10 лет он живет в полной темноте. Врачи так и не смогли ответить на его главный вопрос – когда он снова сможет видеть. Но этот недуг не помешал Ибрагиму овладеть техникой чтения Корана по методу Брайля. Ибрагим уверен, нет ничего невозможного. При огромном желании можно достичь всего. وحتى الحمد لله ديال أخي المستعان اشتا الله غسيل وجه قرآن دعويتك هي غجمت جان سيغزا شو دحق تحقنا محمد إلسيش تديال الشيء تديال القرآن عمد الدقاسيان اشتاربا قرآن عمد وغلر بيزم خلج قرآن عمد بايسا دواش ساقي ديها قوة موجواش ساقي قرآن عجد حنبال رجوع حمد ديال كلام ده سجي بيزم بقص بيزم خلي أمدد. Конкурс по чтению Корана среди незрячих, прошедший на минувшей неделе в Дагестане, для Ибрагима не первый. В составе жюри конкурсантов оценивали лучшие преподаватели и знатоки Корана в республике. Проявить себя чтецы смогли в 2 номинациях – знание Корана наизусть и самое красивое чтение. Система же оценивания бальная. За знание Корана наизусть участнику начислялось 70 баллов, за соблюдение правил 25 и за красивый голос еще 5 баллов. صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا.
На конкурс съехались участники практически со всего СКФО, многие из которых до этого уже не раз проявляли свои способности в других конкурсах. Главным для каждого было доказать, не видеть не значит быть слабее других, признается Ибрагим. Конкурс был конкурсер был при муфти дагестанский муфти нехили حدا يتوقع ماجيك شيء مهتي يرسل حبة خادي حدا خوز ديش عالم نهبر سباق رجع مني استجبر شيء عاكم جديان صار بغل أتني بتقدر الحمد لله اس كونكورس دي حقدر حتى ديالا دور حب عدين والله عدي خور ديالا ميز دقش نعتري وجهت صوتا مش يجدي أنا اشتغل ملق أما نقي كونكورس حيش خلص حيديش أنا حقول بس حيش خلص حتى بقى بوز ديش أنا صوتا مش يرصدي الزو بعكس دواش بوش نا سبحان الله دي Получить максимальное число баллов, конечно, нелегко, но в своих силах Ибрагим не сомневался. Практически каждый день вновь и вновь он перелистывает страницы священной книги, обогащаясь духовно и совершенствуя свои навыки. بعكس العادي وسقود يعني حملولش خسرجين بعكس داش جديان بين حنولش بين حنديش تريان مش تميت خلاص تريان ديك في تربال بس خلاص ديش احتبان داسين صخيت بقى الحمد لله ديك فيتر. Такие конкурсы показывают, границ в развитии нет. Есть лишь барьеры, которые человек сам воздвигает вокруг себя. Для Ибрагима Балаева победа в конкурсе – еще одно тому подтверждение. Жизнь без ярких цветов не останавливается, считает он. Нужно просто добиваться своей цели. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24. Юнус Бекивкоров посетил в Назрани спортивные клубы. Руководителя субъекта интересовали условия, созданные для бойцов. В спортклубе «Дзурдзук» тренируется более 40 человек. Занятия проводит известный ингушский боец, участник многих турниров Рустам Кукурхоев. Ребята достигают хороших результатов, о чем свидетельствует и недавняя победа воспитанника клуба на чемпионате мира. В ходе посещения спортсмены показали главе республики мастер-класс, а также рассказали о своих успехах. Глава дал указание выяснить, в каких направлениях больше недостатков, представить конструктивные предложения по их устранению. К моменту визита руководителю субъекта в спортклубе «Эрзи» ребята усиленно готовились к предстоящему 8-му по счету турниру «Дорога в М1. Битва в Назрани». Евкуров предложил отвести для спортивных занятий большой зал в новой школе на 1500 мест в Магасе. Проблемы, связанные с отоплением, вентиляцией, непригодностью пола к нормальной эксплуатации, обозначились в ходе посещения клуба «Нарт». Условия для тренировок оставляют желать лучшего. Глава региона поручил изучить возможность передачи помещения Федерации по смешанным единоборствам и по завершении оформления необходимой документации начать ремонт. Ингушские спортсмены стали призерами турнира по универсальному бою в Грозном. 4 ребят оказались в тройке лучших. Одному из них вручили чемпионский пояс. Его обладатель получил также путевку в Таганрог на участие в полупрофессиональном и профессиональном бою. Слово Саиду Куштову. Никакое усилие не бывает напрасным, особенно в спорте. Годы тренировок, отработка каждого приема, умение держать удар, итог всему подведет ринг. Дорогу в профессиональный спорт пробили для себя спортсмены из бойцовского клуба «Панчер». С прошедшего недавно в Грозном турнира по универсальному бою ребята приехали с призовыми медалями. Для Ислама Биштоева, победителя турнира, самой сложной выдалась финальная схватка. Соперник – опытный боец, который не раз побеждал на региональных турнирах. Но единогласным решением судей победу присудили ингушскому бойцу. Соперник كوت يالورسا اشتغلت بروفيسيونالي بويا ارتقى حتى اشتغل روكي اشتغلت بويا دقر كياش تجدتها. Каждая победа дарит славу, каждый проигрыш – мотивацию и стремление стать лучше в спорте. 5 лет тренировок по вольной борьбе, победа на республиканских соревнованиях. Михаил Таршкоев для себя твердо решил перейти в смешанное единоборство. В полуфинале турнира для победы спортсмену не хватило опыта в стойке. Победу присудили сопернику, однако третье место для Михаила всего лишь первый старт в спортивной карьере. في فينالي باشكام إيشاوس أسي أشيب خلرا عن شدة كان أشيب شخوجات تشتاء تنروك جدتها داخل دالشي أندلس حتى أسرنا شبيرو يحكي شاستاني بيك ديم أشوف راس جوردن وزواج يا فيلم وقترون راس ويست أوكيد ليوي راس ليش بيتش ثاني
В бойцовском клубе «Панчер» под руководством тренера Ислама Ахильгова активно тренируется 50 молодых и совсем юных ребят, желающих заниматься спортом с каждым днем все больше. Тренер отмечает, внимание нужно уделять каждому, ведь наставник готовит не просто спортсменов, а будущих чемпионов, которые будут представлять республику и страну на международной арене. 8, 9, 10 числа мы будем выступать, будет соревнование, это будет международный турнир по полупрофессиональным боям. Это будет в Таганроге, Ростовской области. Участвует у нас там 9 человек. Готовимся, как видите, мы готовимся, постараемся показать хороший результат. Сыну Ислама нет еще и 5 лет, но он в числе многих тренируется со спортсменами клуба, каждый раз в бою с тенью отрабатывая прямые удары. А самый большой пример для подражания совсем маленькому Имрану является его отец. Я люблю драться и тренироваться. И когда я вырасту, я победю Конора. ММА в Ингушетии с каждым годом становится популярным видом спорта, и это неудивительно. В республике с завидным постоянством проводятся турниры международного класса с привлечением топовых бойцов со всего мира. Еще один хороший стимул для подрастающих чемпионов. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. В субботу, 19 августа в 14 часов на базе отдыха сельского поселения Мужичи пройдет традиционная встреча главы региона с молодежью. Тема обсуждения – общественно-политическая и экономическая ситуация в республике. Принять участие во встрече может каждый желающий. Регистрацию необходимо пройти в этот же день до 10 часов 30 минут. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.